это страшно, вот, когда я узнала, это было в 2009-2008 году, я узнала, что наш язык попал в Красную книгу, да, как исчезающий. Для меня это было шоком. Неужели мы, буряты, можем вот так взять и свой родной язык потерять, можно так сказать, да? Когда я езжу в Якутию, я сама родилась в Якутии, вот, когда мы ездим туда в гости, якуты все разговаривают между собой на якутском. А в Тыве это позор, если ты не говоришь на тувинском, да? Это вообще ужасно, потому что нередко меня путали с тувинцами, ну, с тувинцами, допустим, там в магазинах, в кафе ко мне обратятся на тувинском, а я сижу, я не понимаю, говорю, извините, я не понимаю. И на меня таким презрительным взглядом смотрели. И после этого мне приходилось объяснять, я бурятка, я же тувинка, извините, я не понимаю, объясните, ну, на русском, пожалуйста. Вот так. То есть еще неприятный момент был, когда поехали в Красноярск, у меня там знакомая якутка спросила, ты умеешь разговаривать на бурятском? Ну, у меня была такая реакция, естественно, я же бурятка, конечно, я могу говорить на бурятском. Она такая достаточно очень активная девушка, да, они там уже собираются все эти землячества, Азия, там, да, все. И она говорит, да, говорит, у нас, ну, вот ваши буряты в Красноярске, очень мало кто говорит на бурятском, а некоторые даже стесняются. Для меня это было реально так печально, что вот так якуты говорят про моих же бурятов, про мой язык, да, было тоже неприятно. Это у нас вообще, походу, точка опоры нашего разговора, да? Ну, я не знала, что она станет, но я на самом деле уже заранее приготовила такое. Что нужно делать? Нужно делать... Нужно больше... Нужно снимать, наверное, на бурятском. Да, даже если не на бурятском, да, то мне бы было бы, ну, интересно, допустим, название. Вот, у меня всегда такой вопрос стоял, да, почему названия различных наших торгово-развлекательных комплексов или магазинов взяты из другого, даже не русского, а из иностранных, да, из иностранных языков сложены какие-то уму непостижимые названия какие-то, над которыми я иногда тоже бывает посмеиваюсь, не буду их называть, но было бы, мне кажется, круто и лучше, если на бурятском языке, так как мы живем в Бурятии. Это же интересно. И самое главное, я считаю, что нужно приучать ребенка с детства говорить на бурятском языке. Сама я до 6 лет, то есть до того, как пойти в первый класс, я не знала русского языка совершенно. Ну, пару фраз, может быть, знала. Меня вот научили на бурятском языке. И благодаря, наверное, родителям и бабушке с дедушкой я знаю и разговариваю на бурятском языке, и очень горжусь этим. Потому что сейчас множество молодежи, людей, на которых смотришь, вроде бы бурят, вроде бы понимает, но не разговаривает. Очень печально. Также в школе, естественно, что обязательно преподавали бурятский язык. И там не по часу в неделю, хотя бы по 2 часа, что ли, наравне хотя бы с русским, ну, чуть поменьше часов. Потому что никак это все равно в Бурятии живут, и должны знать родной язык. И также, чтобы, в принципе, чтобы везде его преподавали, и чтобы здания печатались на бурятском языке. Чтобы интересные книги тоже были на бурятском. А вы письменным тоже овладели потом? А? Письменным бурятским овладели? А вы были в бурятском классе или в русском? Или такого там нету? Нет, он был такой, что он так считался с бурятским, ну, изучал бурятский, в общем-то. Ну, русский класс, но изучал бурятский. А в наше время в русском классе не было часов бурятского вообще. Мне кажется, проблема с бурятским языком есть действительно. То есть, во всяком случае, в городе у меня очень много друзей, которые буряты или метисы, да, наполовину буряты, они практически не говорят на бурятском языке. И как нужно сохранить язык? Прежде всего, в школе нужно более качественно изучать бурятский, как-то давать вот так, чтобы дети действительно могли понимать, усваивать, говорить, чтобы более серьезное какое-то к этому было отношение, потому что вот я сама с 1 по 9 класс, получается, 9 лет я
изучала бурятский. Ну, конечно, я что-то там знаю, но для того, чтобы нормально общаться, безбарьерно, конечно, знаний не хватает школьных. Как сохранить бурятский язык? Бурятский язык? Ну как сохраняется язык? Надо на нем разговаривать просто-напросто и все. В семье, во-первых. Ну, в школах это делается, но это же как бы только школа. Не знаю. В семье главное. У вас получается? Даже задача? Как ты считаешь? Что? Ну, бурятский язык. Ну вот видишь, не взяла. Что это? Ну как это, Сыма? Вот так вот. Ты же была, когда Дамгина, ты же и речь говорила, это же так красиво, да? Да, и, кстати, и стихи какие-то сочиняла. Сама. Ну, это была необходимость в школе, чтобы тебе оценку поставили. А так, в принципе, язык-то богатый. То есть глубокий, это надо интересный. все-таки детей заставлять? Да, наверное, да. А у нас времени Наверное, нет. Нет, наверное. А у Баиры есть желание учить бурятский, а нам некогда, видите. С измольства надо было, да? Да, конечно, мало, прям с пеленок. А так, в принципе, я думаю, что политика правильная ведется. В школах преподается бурятский язык. Но, может быть, недостаточно, в смысле, часов времени дается. Потому что все-таки язык сложный. Вот это тоже очень сложная тема и очень больной вопрос для людей, которые действительно истинные буряты. Вот я, в частности, моя ближайшая подруга и коллега по работе Жанна Дымчикова, которая, я считаю, что человек очень много делает для сохранения бурятского языка, который делает и вот учебник бурятского языка электронный, выпускает книги на бурятском языке. То есть и она делает это, как сказать-то, я вот не люблю на самом деле как людей, которые демонстрируют вот это вот, что это, ну, это такой, не то чтобы национализм, может национализм, я не знаю. Ну, к примеру, я не люблю, когда люди в компании, когда люди не владеют бурятским языком, начинают демонстративно говорить на бурятском, показывая вот свое, так скажем, национальное достоинство, что ли, демонстрируют. Я не знаю, но вот такие ситуации в моей жизни были, и мне нравится, как Жанна это делает. Она делает это очень изящно, очень как-то, она вызывает любовь к языку у людей, которые этого языка не знают. Вот именно она заразила меня вот этой вот идеей снимать фильмы про бурят. В частности, мы ездили в Шэньхэй и снимали там серию фильмов. У меня, я вообще через вот ее любовь к языку стала воспринимать бурятский язык по-другому. Я стала вообще интересоваться бурятской культурой и любить ее. И мне, допустим, не совсем понятно, вот у нас же, возможно, существует программа по сохранению бурятского языка, люди собираются на круглых столах, что-то там обсуждают, как мы будем сохранять язык. Это очень сложная тема, потому что в современном мире это делать очень сложно, когда все меняется, и мы живем не в среде, да, бурятского языка, все на русском, больше даже уже на английском. Но какие-то элементарные вещи, например, если бы у нас даже остановки, магазины были вывески двуязычные, и так ненавязчиво, как там детки учат английский язык, мы же таблички клеим там на столах, стол, это пианино, да. И вот у нас в городе вот так. Раз там на дом, бурятское слово такое-то, раз там на хлебный магазин, там, магазин такой-то. И уже это было бы на трамвае, раз там, ну, я не знаю, если слово бурятский трамвай, конечно, ну что-то такое вот, больше как игра, то мне кажется, это было бы более эффективно, чем бесконечно собирать какие-то конференции и обсуждать, как нам сохранить бурятский язык. Естественно, нужно выпускать книги, да, на бурятском языке, причем интересные, современные. И вообще, вот даже тоже телевидение, передачи же есть на бурятском языке, их очень мало, но они должны быть настолько конкурентоспособны, чтобы люди, которые не владеют языком,
они хотели его узнать, ну хотя бы элементарный набор слов, чтобы понимать, про что речь. Вот. А вообще вот про эту тему очень хорошо с Жанной поговорить. Она специалист. По правде сказать, я на это смотрю очень пессимистично. Прервалась связь поколений, и бурятский как родной язык, но он сохранился только в глухих деревнях. Сделать так, чтобы городские дети, городские молодежь говорили на родном языке, ну, это, я считаю, утопия, это нереальная задача. Изучать его как иностранный выход был бы, да, ну, функции свои, как государственного языка или языка научного там общения, языка, чего-то он не выполняет. Национальная ограниченность – причина умирания, медленного умирания бурятского языка. Он сохранился просто как элемент культуры, он там может быть нужен на каких-то культурных мероприятиях, как знак того, что здесь живет национальное меньшинство буряты, что у них есть язык бурятский. Не более чем декоративный элемент. Как сохранить бурятский язык? Чтобы сохранять бурятский язык, конечно, надо проводить работу в семьях. Надо с самого рождения детей учить родному языку. А это значит, что родители сами должны знать бурятский язык, хорошо им владеть и говорить на нем дома. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы в Бурятии ввели бурятский язык как второй обязательный. Не совсем, может быть, наравне с русским, но почти. А не как иностранный. Как сохранить бурятский язык? Вот. Ну ты нашла, что меня спросить. Здрасте. Может, со стороны. Я могу только рассказать, как я его смешно учу с сыном. Мне кажется, этот вопрос не ко мне. Хорошо. Сложно для меня представить. Просто совсем ко мне, потому что я-то не владею уже бурятским. Ну, я тоже понимаю, но не говорю. Но у меня есть мысли, и я никак не могу понять, честно говоря, что делать. Не знаю, это такой вопрос, который практически не теряешься и нет ответа. Потому что сразу же так картинки современной такой ситуации, да, когда где язык сохранялся, уже в деревне сохранялся. Деревня разбивается, уничтожается. Не знаю. Как театровед, наверное, должна была бы сказать, что вот театр бурятской драмы у нас оплот сохранения бурятского языка. Да, наверное. Ну, они, во всяком случае, видят в этом свою миссию. Они готовы под нее подставить свои плечи, они ее несут. Ну, я не знаю, способен ли театр сохранить язык. Театр все-таки свои театральные задачи не другие. Не знаю. Школа, введение бурятского языка. На общем фоне сокращения часов не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Такого четкого, внятного нет. Вопрос такой с многоточием. В смысле ответ такой. У него ребенок отец абсолютно бурятский звучит. И он не учит ребенка язык, не стал учить. Когда она родилась, я говорила ему, чтобы он говорил с ней на бурятском языке, только на бурятском. Он не стал это делать.
почему, не знаю, я не задавала ему эти вопросы. Ну, не стало все. Все, ребенок не бурятскоязычный. То есть она в таком возрасте, что, в принципе, принести ее сейчас, отправить в бурятскую деревню на все лето. Надо, естественно, заговорить, да. Ее туда никто не отправляет. Это мне как-то необъяснимо. Почему? Удивляются все. Вот, оказалось бы, такой патриот всего бурятского. Языки? Конечно, английский. Конечно, я думаю, что у нее, она, все-таки моя дочь в моей семье растет, будет хороший русский. Я бы даже сказала, единичный русский такой. Потому что русский язык же тоже теряется, хороший, грамотный, красивый русский язык. Ну, у нее, наверное, будет грамотный русский язык. Вот. По крайней мере, устный. Ну, английский. Может быть, если будет. Я знаю, что все-таки есть такие школы хорошие, и хорошие преподаватели бурятского языка, у которых дети реально говорят. Мы же знаем, да, эту проблему, да, когда дети учат язык, учат иностранный язык, а еще не могут на нем, на этом языке. Но только учителю на уроке отвечать могут, и все. Вот. А я знаю таких учеников, реально таких детей, у которых такие преподаватели бурятского языка, что они на нем говорят. Причем независимо от национальности. Русский, бурят, там, да, они все говорят. И они любят этот язык, самое главное. Самое интересное, я знаю вот нескольких русских ребятишек, которые просто любимый предмет бурятский язык. Может быть, ей повезет с таким учителем. Может быть, мы вообще школу будем искать с таким педагогом. Я бы хотела, чтобы она была. Как-то без языка невозможно понимать культуру. Можно. Можно? Абсолютно. Культура, она же не только... Ну а как? Возможно понимать. Какие-то глубинные пласт какой-то... Нет, все... Что касается художественной культуры, там, музыки, песен, танцев, это же все понимается, это не головой, это все понимается какими-то вот этой вот аурой, вот как с этими текилами, да, когда ты не кожей, а вокруг тебя еще что-то такое, да, чем вот ты воспринимаешь, чем ты с этим миром, тонким миром, Валентина Царевна Ледоколова сказала, тонким миром, с тонким миром общаешься. Потом вот, как сказать, вот мой педагог по ГИТИСу Наталья Анатольевна Крылова, она как-то приводила слова, она тоже никак не могла вспомнить какого-то русского писателя, ну такого, не первого такого эшелона, там, не Пушкин, не Гоголь, да? Который сказал, что национальность это не язык, национальность это взгляд на вещи. Да, совершенно русскоязычная и как бы и воспитана в русской культуре, не в бурятской, не в лоне бурятской культуры, да? Очень многим, когда я жила в Москве долгое время, ну, многим, осторожно, вот птичья это самое, многим было, ну, вот, там, моим русским коллегам, приятелям, там, ну, даже где-то отчасти и близким друзьям, было сложновато со мной общаться. Да, как вот определенно, вот все хорошо, а потом вдруг какой-то момент такой, когда им сложновато, они не до конца меня понимают. Потому что какие-то мои реакции на какие-то вещи совершенно вот за пределами их понимания. Какие-то реакции, какие-то оценки, какие-то взгляды. Вот. И потом, когда вот мы, ну, правда, мы могли про это говорить, и когда вот мы об этом разговаривали, вдруг вот я, например, выясняла, что это совершенно, или они вдруг выясняли, что это совершенно такие вот какие-то национальные вещи.
например, мы же не договариваем, да? Говорят, мы же всегда не договариваем. Когда мы что-то говорим, особенно когда мы что-то сообщаем. Вот. Когда мы что-то сообщаем, мы там какую-то часть информации оставляем про себя. Мы ее не говорим. Потом, например, мы очень интересно ориентируемся. Ну, так вот, ну, не для камеры. Ох, ну вопросы у вас, Марина, сложнее один другого. Как сохранить бурятский язык? Ой, конечно, можно огородиться от всего мира. Конечно, можно создать какую-то рекреацию, чтобы жили там одни носители, да, бурятского языка и воспитывали, соответственно, поколение за поколением. Но это ведь утопия, да? Мы все с вами понимаем, что взаимопроникновение, ассимиляция целых народов, целых наций происходит сейчас на данный момент. Этот процесс необратим. Этот процесс уже с тех пор начался, когда появились первые народы на Земле. Так что, видимо, просто беречь носителей и вот передавать друг от друга. Как говорят, скоро мы будем говорить вообще на одном языке, да? Раньше, для этого предлагался язык аспиранта. Вот. Но как-то я не вижу сейчас, что очень многие общаются на аспиранта. Да, все-таки сохраняется даже диалекты у каждого языка. Так что, ну, я думаю, наши внуки и наши правнуки еще будут знать родной язык. Опять-таки, если... Ну, как можно заставить, да? Ну, можно... Это хорошо, что ввели вообще обучение в школе, потому что, ну, это должно быть, это нужно. Все-таки земля бурятская. Но заставить говорить на этом языке того же мальчика бурята, девочку бурятку, если она не с корнями, с материнским молоком не впитала это, так, мне кажется, уже бесполезно. Но будет понимать, может, будет там головой мотать, но уже как носитель, наверное, бурятского языка, да, не пройдет. В детском саду, может быть, специализированные какие-то делать детские сады, но не будет опять это вот уходом в такую националистическую форму. Может быть, имеет смысл. Но с другой стороны, вот, даже если представить себе, что будет такой детский сад, будет такая школа, даже пусть будет высшее учебное заведение, да, где разговаривают на родном бурятском языке, как потом эти люди будут вписываться в окружающий мир? Как они потом будут внедряться в этот социум, будучи носителями только бурятского языка? Вопрос, да? Мне кажется, что это целиком и полностью должно лежать на семье. На семье. Вот с молоком матери. Все это должно воспитывать. И у нас, вот как сейчас, раньше, если жили целыми семьями, родовыми общинами, да, родами, то, естественно, опыт поколения, диалект, даже слова, да, произношение вот этих слов, ну, передавалось. Сейчас все больше разрознено. Поэтому, конечно, достаточно сложный вопрос, как сберечь. Вот только так, от матери к ребенку. Ну, знаете, наверное, мне трудно отвечать на такой вопрос, потому что я наполовину бурятка, но я не знаю бурятского, за исключением нескольких песен и 15-30 обиходных слов. И, в принципе, это я понимаю, когда ко мне люди обращаются и что спрашивают, но ответить на бурятском не могу. И вот недавно, наверное, какой-то знак судьбы был, подошел ко мне мужчина на улице и говорит: вот мой телефон, я готов вам давать бесплатно уроки бурятского языка. Вот, я думаю, ему надо позвонить. И скажи, что мама-то у тебя финскую. Нет, ну это понятно, что я с детства говорила только по-русски, и русский мой как бы родной язык, ну это понятно, но это не оправдывает меня. И люди очень разочаровываются, когда узнают, что я не знаю бурятский. И я сама, честно говоря, вот тоже вот особенно когда песни на бурятском языке, пословицы, поговорки, когда вот именно в переводе они уже теряют как бы как-то очарование.
И вот такие песни, как Саган Дали, вот такие глубоко философские песни. Поэтому надо, конечно, надо с этим что-то делать, еще не поздно, я думаю. А как сохранить бурятский язык? Я сама преподаю бурятский язык в русской школе. Дети, как ни странно, они с удовольствием его изучают. Я учу их разговорному языку, чтобы они учились понимать, о чем идет речь, и что им ответят. Что, когда спросят бурятский, любой бурятский. Не обращая внимания на произношение, не обращая внимания на ошибки в правописании, но чтобы умели говорить. Это самое главное. Понимать и говорить. А как дети любят, очень любят этот предмет. Они особенно любят наши бурятские песни. Потому что они напевные. Когда их переводишь, они еще с большим удовольствием поют. Наверное, мы поем минут 10 на уроках. Когда урок начинается с песни, там детям уже легче усвоить урок бурятского языка. Вот, например, в Китае 56 народностей. И я вот, в Китае я так смотрю, они же очень внимательно относятся к своим малочисленным таким народностям. Да. Все там малочисленные, значит, народности, они все говорят на своем языке. Я говорю по-бурятски плохо, но я все понимаю. Я понимаю, о чем говорят и так далее, но я плохо говорю, потому что я в Ленинграде только... В общем, все детство и всю юность я была в Ленинграде. Вот. Это поколение, значит, уже вообще не знает. А что такое язык? Понимаете, да? Через язык, утрата языка, то есть потеря вообще полностью своей ощущения, принадлежности к народу. Вот, вы затронули, как сохранить бурятский язык. Вопрос очень сложный, да? Сложный. Я не знаю, очень сложно действительно. Вот недавно вышла, в прошлом году, в ноябре, книжка на бурятском и на русском языке моего дедушки «Лодон Бакшин Дептырга», то есть из тетради Ладон Бакшин. Вот он эту тему тоже очень, он давно это писал, всю свою жизнь писал, у него огромный архив, там можно вообще и вторую, и третью книгу издать. Вот. Эта тема в 60-х годах, она довольно была животрепещущая, потому что люди видели, как постепенно молодежь теряет язык. То есть это вот мое поколение, да, как мы теряем это все. Я рядом, живя с ним, да, я уже с ним разговаривала по-русски. Потому что я приезжала только на 2 месяца сюда. 2 месяца он со мной разговаривал на бурятском языке. Бабушка с дедушкой. Вот. У нас дома тоже на бурятском языке разговаривали. А я всегда отвечала на русском. Вот. И дедушка поставил вообще эту тему, проблему большую. Тогда, в советское время, видите, это сильно не поднималось. Когда сейчас почти утрачивается, сейчас об этом говорят. Но я не знаю, как это. Я не знаю. Я не знаю, как это делать. Здесь нужно просто проникнуться. Вы знаете, феномен Южной Кореи, как республика развивалась, когда они после 56-го году же, значит, французы же там были, да? Когда они ушли, и когда, значит, корейцы начали, экономики не было, разруха полнейшая, ничего. И тогда их глава, значит, республики обратился к народу и сказал: давайте мы не можем вам платить деньги. Вот не можем, потому что нет, мы не можем это, товарооборот, в общем, не можем это сделать. Давайте мы несколько лет, значит, не будем получать деньги. Они не получали зарплаты. Выдавали им только рис, но они были заражены вот этой национальной идеей. Поднять свою экономику. Они через 10 лет
уже в 60 каком-то году они уже прилично жили. А сейчас Корея Южная. Вообще потрясающая страна, которая процветает все. То есть она такая же примерно, как Япония. Сейчас они везде ездят, их дети, внуки везде ездят, учатся там в Германии, в Австрии там, и так далее, и так далее. То есть они не задумываются. А потому что, видите, очень были они тогда охвачены вот этой идеей национальной. Я думаю, если мы малочисленные народности, я говорю не только о бурятах, говорю и... Ну, якуты молодцы, они сохраняют свой язык. Там татары, они тоже сохраняют. Вообще многие сохраняют. Почему мы теряем, я понять не могу. Но если мы охватимся вот этой абсолютной идеей, мы же учим английский язык. За год мы уже прилично говорим. Мы на итальянском, на немецком учим оперы целые. И вроде на французском выучили Кармен. Значит, бурятский можно выучить. Если кликнут клич, мы все будем за.